Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Как к вам относятся те, кто вас окружают? Что про вас говорят, как вас видят и кто вы есть на самом деле? В чем ваша сила? Давайте все это узнаем. Просто загадайте на себя. И я прошу высшие силы направить на эту отсыпочку именно тех зрителей, для кого этот будет расклад, кому он будет свыше адресован, чтобы не было случайных людей, чтобы было точечное попадание. Мои хорошие, просто загадайте на себя, так и скажите: хочу знать все. И пусть нужная и важная информация для вас, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать именно для вас именно ту информацию, которая и нужна, и важна, и окажется полезна. Ой-ой-ой, какая же жизнь у вас тяжелая была. У вас тут такие показаны страдания, столько много боли, столько много вынесли вы на себе. Смотрите, вот вилы, да, вилами вас кололи. Жизнь как на вилах, на остром, да. Не было и денечка, чтобы выдохнуть, передохнуть. Постоянно вот сражаться, бороться. Вы выживали. Вы не жили, но вы выживали. Кстати, это ваша сильная черта. Вы умеете выживать. Вы умеете не то чтобы адаптироваться, вы умеете условия адаптировать под себя. В этом ваша сила. Кто-то смирится, голову так склонил и живет так, как по течению плывет. Но вы же умеете это течение развернуть именно в вашу сторону. Вы адаптируетесь не сама, вы адаптируете условия. А это прям очень сильно. Не каждому дано, не каждый такое сможет. Это прям такой стержень должен быть мощный. Вас нельзя сломать, и прогнуть вас нельзя. Нельзя от слова совсем. Вас многие за это уважают. И еще больше людей вас за это боятся. Боятся, потому что они прям сердцем своим маленьким черным чувствуют вашу силу, чувствуют вашу харизму, вашу ауру считывают. При вас им очень некомфортно, потому что вы за годы своей жизни вы научились чувствовать и распознавать ложь, лукавство, лицемерие. Вы как сканер вот прям просвечиваете людей, считываете людей. Обмануть вас уже нельзя. Нельзя. Единственный, кто может вас еще как-то обмануть, и то, там, знаете, на пару дней, пока вы все поймете, это те, кого вы любите. Потому что если вы любите, вы полностью доверяете. И тех, кого вы любите, вы воспринимаете как саму себя. А поскольку вы знаете, что вы человек честный, то и любимых людей вы тоже честностью за глаза наделяете. Хотя, да, возможно, это не так. Ну, каждый живет своим умом. Для некоторых вранье — это способ жизни. Для других это такая форма сосуществования, да. То есть, в принципе, тут тоже как-то осуждать, но кто без греха, да? Тут пусть первый кинет камень. Нет, я никого не оправдываю, но просто бывают такие ситуации, когда люди не хотят, там, чтобы кто-то переживал, кто-то расстраивался. И они как бы немножко виляют, да? Не говорят все до конца, либо занижают что-то, либо отрицательно говорят на положительное, либо наоборот. То есть такое имеет место быть. И еще я вижу, что ваша, вот смотрите, сила в том, что вы умеете выживать и сами по себе сильный человек, и ложь чувствуете. А вот слабость ваша в том, что вы, извините, для себя не живете. Вы живете именно для тех, кого вы любите. Вы не живете своими интересами, а в угоду других людей вы живете.
То есть, ну, понятно, что если вы мама, у вас дети, то вы самое лучшее отдаете детям в ущерб себе, в ущерб своим желаниям, хотелкам. Ну, как бы да, тут не поспоришь. С одной стороны, это правильно, материнский инстинкт, все дела, мы все это знаем. Но с другой стороны, ребенок может быть счастливым только лишь тогда, когда его мама счастлива, понимаете, мама. А вот если вы живете, либо жили в угоду мужчины, ну это прям вообще кощунство, это вообще грех на самом-то деле. Мужчина вам не ребенок, это не ваша кровь и плоть. Да, вы любили и любили всем сердцем, и всю себя в этой любви отдавали. И мужчина, конечно же, не был этого достоин, и он вам за вашу любовь черной неблагодарностью, я так понимаю, платил. Вот отсюда корни ваших несчастий, отсюда корни ваших бед. Судьба у вас неплохая, но вы сами вот самое лучшее из своей жизни, своей судьбы, своими собственными руками и своего сердца отдаете тем, кого вы любите, да? Тратите себя на тех, кого вы любите. И тратите без остатка. Это не осуждение. Это такой вот прям, как знаете, факт из вашей жизни. И когда вы поймете, что да, нужно давать, но и нужно брать, и нужно себе же что-то хоть чуть-чуточки отставлять. Вот когда вы это поймете, хотя я вижу, что многие уже это начинают понимать. Очень многие девочки, кто вот зайдет на эту отсыпку, кто уже зашел, вы уже работаете над собой. У вам уже это все открывается, уже идут эти инсайты. Вы уже что-то начали менять в своей жизни, и ваша судьба вам на это отвечает улыбкой, да, уже какие-то хорошие более-менее там изменения начали происходить, а дальше будет больше, да, у вас как по накатанной пойдет. Ну, у кого-то детки уже выросли, да, и вам не нужно полностью там 24/7 посвящать себя детям, а у кого-то вот уже пришло это разочарование в мужчине, которому вы всю себя отдали без остатка, а мужчина вам даже за это спасибо не сказал. Либо, как я уже сказала, да, черной неблагодарностью заплатил. Вот, да, доброта и самопожертвование, самоотдача – это то, что вас, извините, губит. Это то, что является вашей слабостью. Казалось бы, любовь, да, а это, у вас проигрывается как такая некая слабость, из-за которой идут эти разрушения в вашей жизни. Именно конкретные разрушения. Вот даже, наверное, в детстве, да, у вас были там то ли братья, то ли сестры, неважно, младшие либо старшие, но вы всегда чувствовали, что вы должны уступить, да, потому что вы любите своего брата, либо сестру любите, и я должна уступить, даже если я младшая, либо потому что я старшая. Но на самом деле вы никому ничего не были должны. Вы были ребенком, вы должны были жить и наслаждаться жизнью. А вот еще точно вот девушка есть, у которой на руках дети выросли. То есть ваши младшие братья и сестры были у вас на руках, и вы были им как мама, да, скорее всего, потому что родители много работали, а вы были самой осознанной, самой взрослой, даже, возможно, вы и младшие были, но вы были самой взрослой, и вы заботились о других детях. Вы, как будто бы и родительских детей вырастили, и своих потом растили, но вам никто не давал. Никто не давал этой любви, которую вы очень хотели, вы ее заслужили, но вам ее не давали в той мере, в которой вам было необходимо. И вы научились обходиться без этой любви, вы научились обделять себя любовью. То есть если мне родители недостаточно дают любви, либо там кто-то со стороны не дает достаточно любви, то я считаю, что мне это и не нужно, да, я от этого закрываюсь. А на самом деле вам очень нужна любовь. И вы найдете свое счастье, когда вы встретите именно того человека, который вас будет любить по-настоящему, так же, как и вы любите, и будет о вас заботиться, холить, лелеять и носить на руках. Если честно, я вот вижу в вашей отсыпке знак взаимной любви и огромного счастья в любви, да, счастья в личной жизни. Этот знак есть. Кто-то уже нашел этого человека, а кто-то еще лишь на пути к этому, чтобы этот человек вошел в жизнь. Да, вы познакомились и были вместе. Но счастье вам по судьбе уже прописано. От этого не уйти. Никто не сможет это изменить, и никто это счастье не сможет из вашей жизни украсть. Это вы тоже должны знать. Так, еще... Что про вас говорят? Разное говорят. Разное, понимаете? Я знаю точно, и это вижу точно, что равнодушных людей нет.
Нет тех, которые относятся нейтрально. Таких людей вообще нет в вашем окружении. И стоит вам с кем-то познакомиться, даже если вот просто друг другу представились, имена назвали, уже у человека есть на вас реакция. Либо это очень положительная реакция, да, люди вами восхищаются, люди вас уважают, люди начинают к вам тянуться, либо это реакция очень отрицательная, да, люди начинают бояться, чувствовать, что вы такая правдорубка, что вас обмануть нельзя, что вы очень честный человек, да, потому что это тоже негативные люди это чувствуют, у них развита эта чувствительность. Если человек ведет такой образ жизни, мошенничество, обман, лицемерие, то он чувствует, да, кого он может обмануть, кого он не может обмануть, кто может ушами похлопать, а кто может его раскусить, да, они чувствуют. И вот да, я вижу, что многие вас боятся. Даже вы, возможно, никак не соприкасались, там, знакомы просто так издалека, а человек вот прям обходит вас стороной, не идет на сближение, потому что чувствует, что вы можете прям стать причиной его неприятностей, либо ее неприятностей. Были у вас в жизни такие ситуации, когда вас принимали, вашу доброту, вернее, принимали за вашу слабость? То есть то, что вы хорошо воспитаны, то, что вы умеете себя вести в обществе, то, что вы не опускаетесь до ора, до скандала, да, то, что вы спокойно, тихо, размеренно разговариваете. Принимали просто за слабость, что вы такая слабенькая, забитая, что можно об вас ножки вытирать. Но эти люди, каждый из них уже 100 раз пожалел, что они так подумали, да, что так лоханулись, так сильно ошиблись в вас. Вы, вот мне идет, что вы до поры до времени молчите, да, вы даете человеку шанс, чтобы человек понял, в чем его ошибка. Вы даже можете намекать, да, человеку там помогать немножко, намекая, что человек не прав, да, что я даю тебе время вести себя по-другому, одуматься. Ну, были люди, которые это понимали, а были люди, которые вот прям думали, что вы действительно слабачка. Прям очень сильно пожалели. И до сих пор вас вспоминают. И вспоминают как страшный сон. И наименьшее, что они хотят в жизни, это еще раз с вами встретиться, да? Потому что память, она прям жестко врезалась. Вот эти события в память жестко врезались. Вы никого не били, вы ни на кого не орали. Но ваш взгляд, у вас есть особый коронный взгляд, который буквально может пригвоздить к стене, который может перехватить дыхание у человека, да, сбить дыхание, как удар, даже хуже, чем удар. Знаете, да, что можно человека ударить в солнечное сплетение, и у человека напрочь сбивается дыхание, либо там ударить, ну, у мужчин это зона кадыка, кадык, да, вот эта вот косточка, которая на горле. И дыхание сразу сбивается. Вам и бить не надо, вам достаточно так посмотреть. Вот какая-то есть сила в ваших глазах, сила, которая человека может до смерти напугать, и сила, которая может человека вот в блаженство погрузить. Что-то есть, и вам, возможно, уже говорили и говорили не раз. Вы на себя в зеркало смотрите и думаете, ну глаза-то как глаза обычные, да, человеческие глаза, что там люди видят такого? Ну, есть вот такой взгляд, либо ваша сила через глаза выходит, да, себя показывает, такое тоже может быть. И еще вижу, что у кого-то сила голоса есть. То, что вы говорите, оно исполняется. Либо вы так умеете сказать, там, подобрать слова, что это, как, знаете, проклятие звучит, либо, наоборот, благословление звучит. То есть поэтому равнодушных нет вокруг вас, абсолютно нет. Кто-то считает, что вы ведьма, кто-то считает, что вы святая. Равнодушных однозначно нет. Говорят разное. Кто-то вас постоянно хаит и хулит, а кто-то, наоборот, восхищается и дифирамбы в вашу честь поет, там, легенды всякие сочиняет. Ну, вы знаете, что про вас говорят, вы слышите. И даже если, скажем так, нет возможности физически услышать, то до вас доходит информация. Опять же, сердцем чувствуете. Вот на эту отсыпочку явно пришли девушки, у которых очень сильная интуиция. Интуиция, переходящая прям в ясновидение. Звучит, конечно, громко, но, с другой стороны, это и есть факт из вашей биографии, из вашей жизни. Я вижу, что ваша интуиция не раз спасала вас и не раз спасала тех, кто был рядом.
То есть вы, если какую-то информацию чувствуете, либо получаете, вы никогда не будете скрывать. Если вы кому-то можете помочь, вы всегда поможете. Даже если этот человек недостоин помощи, вы неравнодушны, а вы мимо не пройдете. Да? У вас большое такое теплое, огромное сердце. Да, даже как врага можете помочь, и недоброжелателя можете помочь. Вы не злопамятная, да, но память у вас хорошая на самом деле. Если человек раз оступился, либо как-то вот там проявил свое истинное нутро, то вы второго шанса не дадите. И к этому вы пришли недавно, либо не просто так, да, потому что были такие прецеденты, скорее всего, когда вы прощали, когда вы там подставляли пресловутую вторую щеку, и вас били и били наотмашь. И после этого вы сказали: ой, нет, что-то эта схема не работает, какая-то есть ошибочка в этой схеме. Вот. Если человек раз ударил, то больше вы не подставитесь. Никогда. Вы можете даже простить, но больше с этим человеком вы не сблизитесь. К себе больше такого человека не подпустите. И это, да, это наработано именно с опытом. Кто-то раньше, кто-то позже, но это очень правильная позиция. И также вижу, что у вас много знакомых, но очень ограниченный круг общения. В вашем кругу общения только лишь самые верные, проверенные, надежные люди. Вы годами их подбирали. У кого-то, возможно, даже один либо два человека, кому вы можете довериться, либо просто поговорить по душам. Но вам этого достаточно, да, вы самодостаточный человек, вам не нужно там ходить и иметь там как 1000 друзей, да, это прям не ваша тема. Хотя, да, иногда вы можете там и в разнос уйти, и повеселиться, и там с кем угодно познакомиться, но мы говорим про близость, да, близость у вас только с избранными людьми, с тщательно отобранными людьми. И то иногда, да, бывают какие-то огрехи. Но, с другой стороны, зачем вам вся эта кагала? Да, зачем вам все эти непонятные люди? Да, лучше быть с проверенными, чем быть для всех, либо быть со всеми. Что касается ваших родственников, вижу, что ваши родственники очень многим вам обязаны. Но, скорее всего, они не хотят это признавать. Либо признают сквозь зубы, например, да. Да, но нет. Не так ты много сделала, да. А другие делают больше. Слышали, наверное. Очень много вам ставят в обяз, да, что ты же должна, ты же девочка, ты же там сестра, ты же дочь. В обяз ставят. И у кого-то еще вижу, есть ситуация неравенства именно в семье, когда вы больше всех делали, больше всех вкладывались, а все бенефиты доставались, например, ленивой сестре, либо ленивому брату. И на вопросы, почему так несправедливо, вам говорили: ты же умная, ты же сильная, а твой братец, либо сестренка, она слабая, да? Как-то так несправедливо, это так болит вам, до сих пор болит. Не то, чтобы вы обижены на родителя, хотя, может, и обижены, имеете право, но эта несправедливость, непонятно, что я сделала не так, либо что со мной не так, почему с меня спрашивают, да, а кому-то просто так в клювик пихают. Это очень несправедливо. И понятно, что либо брат, либо сестра в этой вседозволенности вырос максимально таким человеком, который только берет и никогда ничего не дает, и еще и там получать вас пытается, да. Многие, возможно, даже уже и не так близки со своими братьями и сестрами. И даже, возможно, у кого-то есть проблемы в общении с родителями из-за этого. Как сложилось, так сложилось. Зато вы, как мама, либо как папа, совершенно другой человек. Да? Может, пару мужчин меня посмотрят, конечно, но большей части, конечно, женщин. Я вижу, женскую энергетику ощущаю. Со своими детьми вы не допускаете этого. Не допускаете, очень боитесь оказаться в роли того, кто несправедливо распределяет любовь, заботу между детьми. Нет, вы даже когда бабушкой будете, у вас и внуки одинаково залюбленные будут. А кто-то уже бабушка, и это уже факт из вашей жизни. Так что в этом плане вы идеальны. Да, прям очень захотелось с вами познакомиться поближе. Потому что редкий человек, да, редкого качества человек.
Плюс я вижу, что у кого-то из вас какой-то определенный талант очень серьезный был, и вы могли бы сделать прекрасную карьеру. Там кто-то мог быть актрисой, кто-то певицей, кто-то художницей, писательницей, не знаю, модельером, дизайнером. Что-то было, но вас гасили, либо вам говорили, что это ерунда, ты актерством денег не заработаешь, там певичек много, а там бухгалтер всегда при деньгах, да, что-то вам могли говорить. А может быть, вам просто пришлось помогать семье, и у вас не было средств на то, чтобы учиться, развиваться. Ну вот вижу потерю. Потеря таланта, как зарыт в землю был. Но вы не переживайте, ваш талант обязательно в ваших потомках реализуется. Дети, внуки, правнуки. Кто-то унаследовал ваш талант. И вы уже со своей стороны, пожалуйста, помогите своему потомку стать успешным, прожить этот успех и за вас, и за себя. Вот, вижу, к сожалению, так случилось. Но с другой стороны, вы полны сюрпризов. Еще очень многое вы в себе не знаете, очень многое вы в себе еще не раскрыли. И я, если честно, не имею права вам об этом говорить, потому что все должно прийти в свое время. Да, все должно прийти в свое время, и именно в свой час, и именно для вас это должно быть открытием. Ну вот есть очень интересные события у вас впереди, но они как бы ширмой закрыты. Это строгий запрет на разглашение, поэтому, извините, я не скажу. Но это нечто приятное. Это то, из-за чего ваше имя очень громко будет звучать, и у кого-то прям вижу по миру звучит. По миру, не по той стране, где вы живете, либо городу, а именно по миру будет звучать. И не задавайте вопросы «как?». Во время интернета, современной технологии все возможно. Но вот явно на этой цыпочке будут очень яркие звездочки, да, смотреть ее будут. Звездочки, которые так красиво украсят небо своим сиянием. И люди будут смотреть и любоваться, и восхищаться вами, мои девочки. Обязательно будет. Так, еще. Что хорошее про вас говорят? Но вас сравнивают с ангелом. С ангелом, с ангельским терпением, с умением любить, заботиться, быть нежной, ваша добродетель, ваше бескорыстие, да, бессеребреничество, оно впереди вас идет. Очень много людей вас знают, даже как-то заочно мне идет, да, люди друг другу рассказывают про вас и очень хорошие отзывы дают. И еще, мои хорошие, не знаю, как вам об этом сказать, ну ладно, скажу, как вижу. Вы какое-то событие вот произошло, где вы себя проявили как какой-то чудотворец, не знаю, то ли вы что-то предсказали, то ли вы кого-то полечили, то ли вы кого-то спасли, то ли вы там еще что-то сделали. И многие люди вот действительно стали думать, что вы, ну, как посланник Божий. Вот серьезно вам говорю. И люди не говорят об этом вслух, они шепчутся с друг другом. Ну, потому что, да, это даже звучит как-то странно. Но, тем не менее, такие разговоры ходят. И, возможно, уже был прецедент, когда вам кто-то пришел и сказал, что вот я знаю, ты там вылечила кого-то, вылечи и меня. Да? Либо я знаю, что ты предсказала, предскажи и мне. Если еще такого не было, то это обязательно произойдет. И вам тут сразу и совет, да, что не отказывайте, хотя бы попробуйте. Вы можете объяснить, что я не знаю, как я это сделала, либо я там только лишь в начале этого пути, но хотя бы попробуйте, потому что не попробуешь, не узнаешь. А возможно, это и есть ваше предназначение, и, возможно, вы действительно новая Ванга, да, новый предсказатель, новый очень мощный эзотерик, а возможно, вы лекарь, да, возможно, вы целитель, биоэнергет, который, да, действительно может лечить людей. Вот, просто не нужно от этого сразу категорически отказываться, нужно хотя бы попробовать. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.